Сказку «Волки» 7 козлят взяла на вооружение жительница Сыктывкара для того, чтобы попасть в квартиру своей обидчицы и выяснить с ней отношения. Позвонила по телефону ее подруге, сымитировала голос и попросила открыть входную дверь. Незаконное вторжение в чужое жилище попало на видеокамеру неравнодушного соседа, который и вызвал экстренные службы. Репортаж Эдуарда Бушуева. Инцидент в пятиэтажке по улице Ленина случился в середине апреля. К жительнице одной из квартир пришла в гости подруга. То, что она засиделась, не понравилось ее дочери. Девушка буквально силой разлучила алкогольный дамский дуэт. Она была недовольна, что мать длительное время проводит время с потерпевшей, в том числе распивает с ней алкогольные напитки. И таким образом в дневное время 17 апреля она забрала маму с места происшествия. И в последующем, после произошедшей ссоры в дневное время, учитывая, что и потерпевшая, и обвиняемая высказали в адрес друг друга претензии и различные оскорбления, окончательно выяснить отношения с обидчицей девушка решила уже поздним вечером. Взяла на подмогу свою подругу. Увидев агрессивных девиц через дверной глазок, женщина решила не рисковать своим здоровьем и дверь не открыла. Тогда юные сыктывкарки пошли на хитрость. Девушка, мама которой находилась в квартире и распивала спиртные напитки с хозяйкой, воспользовалась телефоном своей мамы и представилась на самом деле подругой хозяйки квартиры. Попросила ее впустить, рассказав о том, что девчонки молодые ушли, я очень хочу к тебе снова в гости, пожалуйста, меня впусти. Момент преступления снял на камеру сотового телефона один из жителей, которому за целый день порядком надоели женские разборки на повышенных тонах. На этот раз девушки закрыли глазок рукой и нажали на звонок. После того, как они проникли внутрь, очевидец позвонил в службу спасения. К приезду наряда полиции налетчицы уже покинули место происшествия, а вот избитой хозяйке квартиры требовалась медицинская помощь. У нее были различные травмы, в том числе порезы от разбитого стекла. За незаконное проникновение в жилище юных сыктывкарок привлекли к уголовной ответственности, а вот дело по причинению телесных повреждений пока не возбудили. Статья будет зависеть от тяжести полученных травм.